Сегодня день калмыцкой печати. Именно 15 ноября, 103 года назад, вышел в свет первый номер газеты «Айратские известия», который положил начало развитию калмыцкой печати. С тех пор прошло много времени, но несмотря ни на что, эта отрасль в степном регионе до сих пор остается одной из самых востребованных. Во многом благодаря профессионализму всех сотрудников редакции газет и журналов, хотя бы для того, чтобы каждый день у читателей был свежий номер, свои силы прикладывают сотни людей – верстальщики, корректоры, фотографы и художники. Прошло больше века после выхода в историю Калмыкии газеты, но по сей день процесс создания печатного издания остается неизменным. Все так же идет подготовка материала, верстка и по-прежнему каждое утро новый выпуск у читателя в руках. Столь же важным считается и критерий отбора информации, новизна, оперативность, общественная значимость и актуальность, считает сотрудница старейшей республиканской газеты «Хальмыкун» Саглара Настинова. За ее плечами более 20 лет работы. Я вывожу газеты, работаю мы с 13 районами, присылают газеты мне, я вывожу начитку, вычитывает у нас замредактора Валентина Перевеева. Она учитывает газеты, я исправляю ошибки, если надо. Это вот я вывожу, чтобы вычитать. Да, это черновой вариант, который нужно вычитать и выдать его в печать. Прежде чем выдать в печать, нужно его обязательно, конечно, просмотреть, вычитать. Могут быть какие-то технические исправления. Вот. И отправляется в печать. Дорогих коллег хочу поздравить с профессиональным праздником. Желаю всего наилучшего. В семье, добра, тепла, встреч с хорошими людьми. Ну и, конечно, хочу пожелать нашим ветеранам: будьте здоровы. Ну и хочется, конечно, совсем быстрее встретиться, быстрее бы закончилась пандемия. Одной из первых газет является республиканская общественно-политическая газета, выходящая на калмыцком и русском языке «Хальмыкун». Издание основано в 1917 году. На страницах старейшего печатного издания можно узнать обо всех значимых событиях региона. Сегодня коллектив единомышленников по-прежнему верен своему читателю, для того, чтобы каждая страница была интересна и полезна сегодняшнему читателю. Ведь старейшее печатное издание республики всегда идет в ногу со временем. В органах печати работали Тимофей Бембеев и многие-многие другие, которым мы воздаем должное за то, что они стояли у создания, у истоков нашей печати, у истоков нашей газеты, за то, что созидали нашу газету, и мы стараемся сегодня продолжать их деятельность, их то начало, которое было им заложено, продолжать в сегодняшнем дне тоже. Сегодня, конечно, появляются новые средства передачи информации, телевидение, радио, интернет, социальные сети, но тем не менее роль печати она остается, потому что печатное слово, как говорится, оно не вырубишь его топором, оно останется на века, поэтому к печати особое внимание, мы стараемся следить за каждым словом, потому что печатное слово оно останется на века. Поздравляю всех работников печати с профессиональным праздником, желаю семейного благополучия, крепкого здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего. Интерес жителей республики к печатной продукции по-прежнему велик. Газетам доверяют, они пользуются заслуженным авторитетом у своих читателей. На страницах газеты каждый найдет материал, интересный ему. Кого-то привлекает судьба простых людей, кому-то важнее знать последние новости культурной, общественной, политической жизни Калмыкии. И листинские новости, Хальмыкун, потому что я калмыцкая сноха, свекруха всегда читала. Внукам выписываем Баир, очень интересный журнал, Хальмыкун. Читаем тоже, очень интересные статьи бывают. Я выписывал «Приморские известия», «Труд» обычно любил, и сельскую жизнь я всегда выписывал. Потому что я работал в сельском хозяйстве. Надо знать в курсах новостей, что в районе что творится. Это обязательно. В век высоких технологий газеты и журналы должны быть доступны и молодому поколению читателей. На сегодняшний день почти все печатные издания создали свою страничку во всемирной паутине. Но все же большинство жителей республики предпочитает держать в руках свеженький номер газеты с запахом типографической краски. Ведь на страницах газеты можно узнать о жизни тружеников села, сельского хозяйства. Наша газета «Сарпинские вести» адресована жителям Сарпинского района, ведь газета «Сарпинские вести» более
80 лет с вами. Она знает все о нуждах, проблемах, радостях наших людей. Газета рассказывает о интересных и радостных событиях, о людях родного края. Мы с радостью и гордостью делимся на страницах нашей газеты успехами школьников и, конечно же, говорим о людях старшего поколения. Мы, газета и жители района, вместе уже более 80 лет. На страницах нашего издания мы освещаем жизнь района и наших сел. Да, конечно, много информации сейчас можно почерпнуть на новостных сайтах, в соцсетях, но о том, что происходит в нашем районе, узнать о своих близких вы можете только на страницах нашей районной газеты. В начале третьего тысячелетия современную жизнь Калмыкии трудно представить без средств массовой информации. Сегодня в республике издаются республиканские и муниципальные газеты, детские издания, газета «Байырта» и журнал «Байыр», литературно-художественный журнал «Тайдин-Герил». Создана первая интернет-газета «Степные вести». Все они вносят свой вклад в создание коллективного портрета современного жителя региона. Несмотря на то, что в воздухе витает праздничное настроение, в редакциях кипит работа. Нужно успеть вовремя сверстать и выпустить очередной номер.